Напряжение в зале стоит такое, что кажется, его можно потрогать руками. Каждый игрок сосредоточен только на одном – на победе. Ведь на кону стоит Кубок главы республики. Впервые за долгую историю развития игры ГО в России столицей финала Кубка страны стал Якутск. География турнира получилась впечатляющей. Более полусотни участников приехали из самых различных точек нашей страны. От Владивостока и Хабаровска до Казани и Москвы. Кубок главы Республики Саха-Якутия, посвящен столетию республики. Этот турнир является финалом Кубка России. Это всероссийское спортивное соревнование, включенное в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Значит, этот турнир проходит не на выбивание, этот турнир проходит в 7 туров, играют все участники. Они разделены на группы, и есть сильные играют с сильными, слабые со слабыми. И разыгрываются призы среди сильных, соответственно, все участники примут участие в 6 турах, а первые 16 человек будут в 7-м туре бороться за первые 10 призовых мест. Желающих принять участие в турнире и приехать в Якутск было так много, что во многих регионах пришлось устраивать специальные отборочные турниры, чтобы в Якутск поехали самые сильные. Одним из лидеров якутской сборной является Александр Федоров, обладатель 2-го дана по игре ГО. Уровень организации, конечно, очень впечатляет. Честно говоря, я бы сказал, что ничуть не хуже, чем чемпионат мира, который прошел в прошлом году во Владивостоке. И да, в плане организации просто очень здорово. Я надеюсь, что это не последнее мероприятие у нас в Якутии такого масштаба. Очень сильный состав наших гостей из других регионов. Очень трудно. Мы сопротивляемся. Есть победы, где-то примерно по 1, по 2 победы из 4 туров пока что. То есть такие средние результаты, но это было ожидаемо, учитывая то, какой состав соперников к нам приехал. Это в любом случае прекрасный опыт, который можно получить далеко не на каждом соревновании. Многих участников приятно удивил тот факт, что игры проходят на теплоходе на фоне знаменитых Ленских столбов. Никто из них не мог припомнить, чтобы когда-то еще соревнования проходили в таком формате. Станислав Фрейляк, спортсмен из Польши, единственный представитель Европы на Кубке, в ГО играет уже 20 лет, но турнир в таком формате первый в его жизни. Это такой турнир, на котором я раньше никогда не бывал, и вообще я не знаю, если проходили большие турниры на теплоходе, на каком-нибудь корабле. Так что очень интересная идея, и очень приятно находиться в таком месте и смотреть наружу. Вчера мы доплыли на Ленские столбы, и тоже было время, чтобы мы пошли наверх и посмотрели всю природу вокруг. Так что в этом плане турнир очень необычный и очень приятно в таком участвовать. Детская школа ГО в России очень сильная. С 4-5 лет юные спортсмены познают азы этой игры и пробуют себя на первых соревнованиях. В Якутске в рамках Кубка главы ГО прошло дальневосточное первенство для юных спортсменов. 8 лет подряд первенство проходило в Хабаровске и вот наконец сменило столицу. Ольга Гончарова, директор первенства ДВФО, не скрывает радости от того, что в этом году первенство прошло в Якутии. Я рада, что он наконец-то вышел за пределы Хабаровска, потому что я его организовывала 8 лет в Хабаровске, а теперь довелось организовать его здесь, вот в Якутии. Я за то, чтобы он перемещался по дальневосточным регионам, получил более широкую географию. Потому что, несмотря на то, что мы все дальневосточники здесь, на этом соревновании, мы довольно далеко друг от друга находимся и чаще посещаем даже западные регионы, чем наши дальневосточные. И это была борьба даже за то, чтобы выиграть путевку на это первенство, на это соревнование между детьми. И все были в предвкушении и ждали все лето, чтобы сюда поехать. О статусе первенства говорит и тот факт, что главным судьей на нем выступила Наталья Ковалева, одна из прославленных спортсменок России, 14-кратная чемпионка Европы по игре ГО. Дети, они гораздо больше переживают за результат. Если какие-то ошибки вдруг совершают, они так остро довольно реагируют по сравнению со взрослыми. Поэтому, конечно, дети – это такая особая категория. Мы были ограничены тем, что мы находимся не на суше, а на судне. И, соответственно, ребята проходили предварительный отбор, чтобы сюда попасть. Было гораздо больше желающих, поэтому это такой
максимальное количество, которое мы могли вместить физически. Любовь к ГО у юных мастеров игры появлялась по-разному. Одни начали играть в детском саду, другим правила рассказали в школе, а третьих просто научила мама. Я пришел в ГО, когда моя учительница в школе предложила мне сыграть в китайские шашки. Я тогда еще удивился очень сильно. А так я играю уже 2 года. ГО развивает очень много отраслей для человека и подтверждает его характер. Точнее, делает его крепче. 3 года назад только начал играть в садике еще. Мы пошли гулять, а там наша воспитательница играла с племянницей ее. Я заинтересовался, и когда пришли в группу, она меня научила. Ну просто мне на первый взгляд она показалась необычной, интересной. И это оказалось правдой. Я играю в ГО с 5 лет. Вообще, я начала играть, потому что мне не понравились шахматы, а продолжила из-за азарта, скорее всего. А сейчас нравится просто сам процесс. Мама нашла как-то нашла ГО, я даже не представляю как, просто узнала о нем и решила такая вот, давай посмотрим Хикару и ГО. И потом мы начали смотреть партии еще мастеров и вот так вот начали заниматься ГО с мамой вместе. ГО — это прекрасно, поэтому мне нравится. В Якутии подготовка юных спортсменов организована на высшем уровне. Несмотря на то, что Республиканская федерация одна из самых молодых в России, ее руководство прилагает максимум усилий для популяризации ГО среди детей и подростков. Мы ведем занятия в школах, мы ведем занятия в СВФУ. У нас, наверное, одними из первых в России, а возможно единственная, появилась программа дополнительной переподготовки специалистов в образовательных учреждениях о том, что они могут стать тренерами интеллектуальных видов спорта, шахматы, шашки, ГО, и преподавать в школах. Это наш предмет. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы подписать полноценное соглашение с нашими ведущими образовательными учреждениями о том, чтобы ГО вошло в систему подготовки в школах, как шахматы и шашки. У нас в Якутии очень сильные традиционно очень сильные шахматы и шашки, и мы надеемся, что ГО станет таким же нашим передовым видом спорта. Глава республики Айсен Николаев и сам является любителем игры ГО и считает, что проведение турнира в Якутии, во-первых, даст толчок в развитии ГО, а во-вторых, говорит о признании нашего региона как одного из флагманов ГО на Дальнем Востоке. Что у нас сейчас проводится Кубок главы Республики Саха-Якутия по игре ГО, дальневосточный чемпионат одновременно с ним проходит, а также финал Кубка России. Это, безусловно, признание Якутии как одного из возможных уже в будущем недалеком центров игры ГО у нас в России. И я рад, что у нас с каждым годом мы видим просто качественный и количественный рост тех людей, которые увлекаются и начинают играть в ГО. Эта игра очень стратегичная, она заставляет мыслить, она заставляет обдумывать даже не следующий ход, а те ходы, которые у тебя будут там через несколько уже ходов уже, на много ходов вперед смотреть. И, конечно, так как это на самом деле древнейшая игра интеллектуальная, которая есть у человечества, история ГО насчитывает 5000 лет, то, конечно, вот эти все ее приемы, все подходы, они во многом потом человеку в жизни, особенности управленцам, я считаю, что очень важны. Недаром эта игра входит уже, скажем так, не только в теорию, но и в практику подготовки многих управленческих кадров для элиты многих азиатских стран. У республики еще много планов по развитию ГО. Это и включение игры в школьную программу, и возможно включение ГО в список дисциплин игр «Дети Азии» в 2024 году. Но самое главное, что игра ГО – это интересный и полезный досуг, доступный каждому.